Кавказ-центр вывешивает, говоря много полезного и правды, вывешивает фотографию, ну, такой фейк снимок, якобы снимок, где стоит мужчина, смотрит, разговаривает по телефону, смотрит в небо, у Невы, машина Нева, и в него якобы летит российская ракета. Но это такой вот исторический момент, что вот убит и показывает. На самом деле это стопроцентный фейк. Голова больше по размеру, чем туловище, непропорционально большая на этой фотографии. И, конечно же, не разобрать, кто там. Да, видны усы, Нева, как говорили у Дудая, что Дудаев погиб рядом с автомобилем Нева. И вот показывают этот фейк. Я сделал то же самое. Я взял, приклеил голову Путина к этому же человеку с телефоном. И получилось, что Путину прилетел дрон американский Global Hawk, который вот его тоже ликвидирует. Это можно сделать очень легко. Раньше мне казалось, что это я не смогу это сделать, но сейчас технологии позволяют даже мне, человеку, который очень далек от этой компьютерщины, разобраться в этом во всем. Так вот, много говоря правды, закидывается вот такой фейк. Теперь же появился новый фейк. Видя, что у нас сзади висит флаг НАТО, флаг Америки, рядом с нашим чеченским флагом, нам начали теперь, нас пытаются, я уже заметил, да, наши труды, вроде нас не замечают, только запрещают наш канал на территории России, но при всем при этом они всячески пытаются вредить каналу, мешают развитию и так далее, и так далее. Это много раз я говорил об этом, вы многие знаете об этом. Убираются комментарии, просмотры, подписчики и так далее. И вот теперь, не обращая якобы на меня внимания, на наш канал, теперь же они запустили новую тему. Сперва они говорили, что евреи плохие, это тоже про нас говорили они, чтобы мы с евреями не подружились. Если вы запомните, если вы помните случай, что одно из первых похищений было похищение ректора Чеченского университета в городе Грозном, тогда еще в городе Грозном, в 92-м или 3-м году. И был он похищен, Канкалик, ректор, еврей по национальности. И его заместитель, чеченец, был убит, который пытался помешать его похищению, он был застрелен. Многие евреи тогда уехали с нашей страны, это было до войны, поняли, к чему сейчас идет ситуация, что начинают оказываться силовые воздействия на евреев. И евреи были бы очень хорошей жертвой, да, в этом, такой сакральной жертвой, для того, чтобы повесить эти убийства на чеченцев, убийства этих евреев. Одновременно запускались такие слухи, что всех евреев надо там какие-то хадисы запускали, что евреев надо всех прогнать, убить, ну и так далее, и так далее. Ну, много чего было, вы помните. И тогда, помните, появилась такая песня Тимура Муцераева «Иерусалим». Для чего она была спета Тимуром Муцераевым? Кто его надоумил спеть эту песню, да, что вот мы пойдем на Иерусалим и там и так далее, и так далее. Может быть, советчик какой-нибудь, вроде Салаха Лубянского или Ахмада Кадырова ему насоветовал тогда спеть эту песню. Ну, уже известный такой бард Муцераев спел еще и эту песню. Но благодаря тому, что евреи очень неглупые люди, они быстро разобрались, что чеченцы не имеют к этому отношения. Многие уехали, конечно, но нас обвинять в этом не стали. И слава Богу, что не стали. Теперь же, видя, что мы протягиваем руку всем людям доброй воли, в том числе американцам, и это делаю я, как вы видите, открыто, без стеснения, так как не считаю нужным скрывать это как-то. Я не делал ничего зазорного или преступного. Я не работаю ни на одну спецслужбу в мире.
И поэтому мне вообще не составляет труда говорить все, что я думаю. И я думаю, я абсолютно убежден, только американцы смогут в этом мире установить баланс и порядок. И только американцы смогут сделать так, чтобы Россия соблюдала международное право. Ну, конечно же, не уговорами. И я буду всячески настаивать на том, чтобы никаких уговоров не было. Но об этом мы поговорим попозже. И теперь возвращаясь к той теме, которая на превью у меня на канале, вы видите, Сладков заявляет о том, что Путин является агентом США там, да, и так далее. Это, конечно, было сделано немного с сарказмом, чтобы заинтересовать своих зрителей этой новостью. Но я вам расскажу поподробнее. Сладков не говорит, что он агент. Но делается вывод из того, что он говорит, что марионетка, Путин является марионеткой США. И вот почему. Собираются главные пропагандоны, враги чеченского народа и всего человечества, без преувеличения, главные лжецы, Бабаян, Солдатов, Сладков, ну, еще Леонтьев, кто еще там, еще один такой парень и дама. И вот эти пропагандоны, главные враги, Геббельсы против чеченского народа, собираются и начинают обсуждать чеченскую войну в Чечне, античеченскую войну, рассказывают такие вещи. Вам нужно смотреть, там есть несколько заготовок. Одна из этих заготовок, они там рассказывают такие, ну, они участвовали в этой войне, они воевали против нас. Сладков без зазрения говорит, мы брали село, мы там это сделали, мы там провели операцию, там, без стеснения, потому что он непосредственно, может, в кадр он не попал, мы не увидели, по крайней мере, но, конечно же, Сладков, кадровый офицер ФСБ, который принимал участие и непосредственно, скорее всего, сам убивал беззащитных женщин и детей. И тут такая одна из заготовок. Бабаян ему задает вопрос, там, расскажи, типа, как там начиналась эта война, там, и так далее. И Сладков говорит, ну, теперь, наверное, это можно сказать, и я вам сейчас расскажу. И вот собирается Путин, Шойгу МЧС, Листьев, там, министр пропаганды, который был убит в Америке, Корабельников, еще там, ну, это ГРУ и внутренние войска, что ли, он кого-то еще называет. Ну, вы сейчас все это увидите. И вот он их всех собрал, говорит, это ноябрь 99 года. Уже война идет в Чеченской республике Ичкерия, против Чеченской республики Ичкерия. Взрывы домов в Буйнакске, 2 в Москве, в Волгодонске и попытка взрыва дома в Рязани уже прошли. Война идет. Путин сказал, что будет мочить террористов в сортире. Война, после, как известно, война, русско-чеченская война началась в день задержания ФСБшников в Рязани, которые пытались взорвать дом по улице Новоселова, дом 16/14. И 22 сентября на 23 сентября ночью 99 года они заложили взрывчатку. И 23 или 24 были задержаны 3 сотрудника, одна женщина и 2 мужчин. На следующий день Патрушев в тот же день сказал, что это были учения, там был сахар, что это наши люди, их пришлось отпустить. И в этот же день Путин сказал, что мы поймаем террористов, замочим их в сортире. Первое, что он вспомнил, это свое любимое место. Так как для сатаны, дьявола, отхожие места, грязные места, они считаются самыми любимыми местами. Это любимое место Путина. Путин вспомнил свое любимое место, в котором он тоже отдаст концы.
И 24 сентября началась массированная бомбардировка окрестностей города Джохара и Чеченской республики Ичкерия. И давайте сейчас перейдем к этому видео, я вам покажу этот момент, этот очень интересный момент. И потом свои комментарии, посмотрите на их мимику, как они говорят, смотрите, как они себя ведут. И потом мы послушаем комментарии Ахмеда Закаева, который я нашел здесь в Ютубе, который он сделал. Так, давайте послушаем. Вот на самом деле для многих же это стало сюрпризом. Почему они пошли рейдом на Дагестан? Почему они пошли рейдом на Дагестан? Это излюбленный прием русских пропагандонов, которые называют спасательную операцию Басаева, который помог вывести дагестанских женщин, детей из-под бомбардировок русских своих же граждан. И сразу же они оттуда ушли. И посмотрите, что отвечает. Если бы они хотели, они бы зашли в населенные пункты, дошли бы до Махачкалы, Хасавюрта, других населенных пунктов и вели бы месяцами боевые действия. Смотрите, что отвечает на это Бабаяну Сладков. Это сделал. Дело в том, что у них была Астрахань. Астрахань и вот этот большой халифат от моря до моря, который был закидыван, это была пропаганда спецслужб, коллег Сладкова. Сладков является кадровым сотрудником ФСБ под видом журналиста. Так вот, вы помните эту карту, да, что вот мы вот такое место займем, там захватим, расширимся и так далее. Чеченцы, которые вели национально-освободительное движение за освобождение своей страны, получались такими захватчиками большого халифата. Но я не слышал ни от наших президентов или от первых лиц нашей страны, которые бы заявляли, что да, мы хотим что-то сделать. Как, например, это делает там Жириновский, который открыто заявляет там, что он будет много что. Он заявляет, что будет захватывать другие земли, убивать, там мыть ноги в океане и так далее. Или же там губернатор какой-нибудь, да, наш, не заявлял, или мэр какой-нибудь наших городов не заявлял, что поставит Америку раком, как это делает по приказу Путина Кадыров, заявляя, что поставит Америку раком. Но давайте послушаем. Они должны были дойти до Астрахани и отхватить. Вот, смотрите, Большой Кавказ. Вы смотрите на всех остальных. Это постановочные кадры. Они сидят и подыгрывают. У них есть темы, которые они будут разговаривать, обсуждать. Они много лет ведут эту пропагандистскую войну против нашего народа. И вот они все сидят и головой машут. Да, Большой Кавказ там. Да, Большой Кавказ, мы были не против. Но Басаев не шел с этой мыслью туда. Басаев туда пошел только лишь для того, чтобы провести спасательную операцию и вывести женщин, детей и стариков. Причем нарушение мира, условия мира, было нарушено Россией уже неоднократно к тому времени. До этого были убиты наши пограничники русскими террористами, которые вторглись на нашу страну. Были грабежи, ограбления, другие противоправные действия. На территории нашей страны, нашей республики проводились диверсионно-террористические акции разных террористов российских, которые со всех тюрем России и со своих казарм Россия направляла к нам. И смотрите, как они головой машут, там поддакивают. Это очень интересно наблюдать. Да, кусок. Поверьте, если бы со 137 солдат, поверьте, сказал Сладков, молодыми, 7-й воздушно-десантной дивизии, сейчас десантно-штурмовая, Новороссийская, Булгаков Владимир Васильевич не прибежал, не то что не приехал, прибежал, бегом, мы бы их выкуривали там долго, честно говоря. Хотя я, даже находясь там в августе, вот, я немножко, чуть-чуть предубежденно относился к ополченцам. Ну, подумаешь. К дагестанским, да, мужикам вот этим, которые, да, они красавцы. Смотрите, сейчас они говорят, это тоже очень важный такой фейк. Дагестанские ополченцы, так называемые, ничего не сделали того, о чем они сейчас тут рассказывают. Они позировали на камеру, и было такое видение поднять дагестанцев,
что чеченцы напали на Дагестан, уже прям так и говорилось, что вот чеченцы напали на Дагестан. Такое впечатление, что это было какое-то независимое государство, на которое напало другое государство. Хотя не на Дагестан, а на Россию это получается, даже если Дагестан часть России. Но почему-то все пытались нам рассказать, что вот дагестанские ополченцы там сразились там и так далее, и так далее. Реально спасательной операции добровольцев было несколько сот человек там, или несколько там, чуть больше 200 или и так далее, я не помню, больше 200 или больше 100 человек там было. Вся армия, вся российская рать была направлена на это дело, чтобы этих людей как-то нейтрализовать там и так далее. И еще какие-то дагестанские ополченцы. Из этого делается такой фейк, что вот дагестанцы, вы сражались против чеченцев за целостность России и так далее. И этих людей пытаются поднять. За последние 20 лет о них много не говорили. Да, потому что, ну, они, во-первых, в Дагестане знали, что такого большого народного ополчения, сражающегося против чеченских интервентов на суверенный Дагестан, не было, все прекрасно это знали. И были разные вот эти стукачи, ГБшные работнички, ментовские работнички, пенсионеры, которые быстро выскочили и решили лизнуть одно место своему хозяину и попозировать на камеру. Вот эта ситуация была. Но вот последние несколько лет эту тему про дагестанских ополченцев, которые дали отпор, стоит заметить, что вот эти чеченцы, пару сотен человек, которые туда вошли, эти добровольцы чеченские под руководством Шамиля Басаева, они как таковых боевых действий не вели. Дагестанцы воевали в горных районах Чабан-Махи, Карамахи. В этих местах воевали сами дагестанцы. Поэтому ополченцы не воевали против чеченцев. Если они воевали против своих же дагестанцев, которые объявили там независимость нескольких там населенных пунктов и установили свою шариатскую власть. Ну, от этого делалась такая большая пиар-компания. И вот смотрите на их рожи, как они поддакивают, мужики, как эти ополченцы. Их недавно Путин ездил, поздравил, там, поблагодарил, там, с ними еще раз водку выпил, или в Москву их позвал, с ними там водочку выпил, там, и так далее. Короче говоря, раскрутка этой версии, фейковой версии о заступниках, ополченцах продолжается. Смотрите, как они поддерживают эту версию. Серьезную роль сыграли, да. Мужики по делу. Да. Они были мотивированы. Солдаты вообще спившиеся, бич вообще. Мужики по делу такой. Винтовками там со всеми делами, они очень помогли. Очень помогли, говорит Бабая. Представитель правительства. Ага, вот этот момент, Дмитрий. слушайте. Моздок. Прилетел Владимир Владимирович Путин, значит, прилетел Сергей Кожугетович, министр по МЧС, прилетел Михаил Юрьевич Лесин, информация, министр, прилетел начальник главного разведуправления Корабельников, прилетел главком ВВС Корнуков. Да. И все это, значит, там в греческом зале сидели. И Владимир Владимирович, я думаю, сейчас можно уже об этом сказать. Он встал с Он думает, что сейчас можно это сказать. Чая реально. Вот. Чая. И сказал, без понебратства, без какого-то там, он сказал, вы знаете, говорил с Америкой, и я сейчас дословно, он безусловно элегантно сформулировал, но нам дали добро на войну, на идти освобождать Чечню. Сейчас дословно, он безусловно элегантно сформулировал, но нам дали добро на войну, на идти освобождать Чечню. Ах ты бесстыжая сволочь. Сладков, что ж ты врешь так нагло-то, а? Дали войну. Получается, хорошо. Согласимся с Сладковым. Значит, вот этот толстый, пьяный, как он себя называет, толстый Боров, получается, кланяется Путину, которому разрешают
кто-то из-за границы наводить порядок в своей стране, получается? Как это так получается? Значит, ваш Путин марионетка. Давайте еще раз посмотрим вот эти все фамилии, которые он перечисляет. Корнуков. Да. И все это, значит, Сейчас. прилетел Михаил Юрьевич Лесин. Лесин, информатор, Шойгу, министр. Путин. Прилетел начальник главного разведуправления Корабельников. Корабельников Прилетел и Корнуков. главком ВВС Корнуков. Да. И все это, значит, там в греческом зале сидели. И Владимир Владимирович, я думаю, сейчас можно уже об этом сказать. Он встал Сейчас можно уже сказать. с И дальше смотрите рюмочкой чая реально. Вот. Чая. И сказал, без понебратства, без какого-то там, он сказал, вы знаете, говорил с Америкой, и я сейчас дословно, Смотрите, он мимику, смотрите, он не знает сейчас как дословно и начинает придумать, ну как же он это красиво сказал и так далее. Врет человек. элегантно сформулировал, но нам дали добро на войну, на идти освобождать Чечню. Мы все открыли рот, по-моему, даже Корабельников. А он говорит, да, ребята, такая ситуация. А ничего смешного, ты И помнишь? я подумал, вот это номер. Большая семерка Это в обещала каком году ввести, если В мы каком же году сейчас это не... было? Это ноябрь 99-го года. Оксан, как ты думаешь? Греческий Догадайся зал с 3 раз. летного полка. Как называла вся западная пресса, или, допустим, как называли боевиков и террористов там, в репортажах телевизионных наши западные... прекрасно Нет, ты это просто знаю. догадайся. Вот с 3 раз сможешь? Геббелс. Ты понимаешь? Повстанцы. Мы Повстанцы, вот смотрите, как всегда тупой Бабаян и испортил всю малину. Взял и говорит, ну как же так, как же называли? Называли повстанцами, rebels. Чеченцев называли повстанцами. И только что Сладков рассказывает, что Путину дали добро американцы, но почему-то не предупредили своих, как они уже нам рассказывают, своих журналистов из CNN и из других, не называть их ребелсом. Почему же так? Почему Путин не удивлялся, почему Путин не возмущался, вы же нам дали добро, а теперь нас еще и поливаете. Ведь Путина очень сильно поливали грязью. Очень сильно. И известные факты, что Америка поддерживала очень долго Чеченскую республику. Очень долго пытались нам всячески помочь. Наш министр иностранных дел Ильяс Ахмадов, который живет в Америке, его товарищи, американцы, с которыми он очень много провел работы. Пол Гоббл, которого вы, смотрящий мой канал, знаете, что тоже человек, его называли в кругах адвокатом Ичкерии. Десятки и даже, может быть, сотни людей, очень серьезных, именитых людей, сенаторов, политиков там, и других очень политологов, людей, которые поддерживали Чечню и ее стремление к независимости, правовому демократическому пути развития. И почему-то они Путину сказали огонь. Давайте, наведи в порядок. Вообще, о какой формулировке, говорит. Это же позор. Сладков, ты только что всю свою страну опозорил. Вам приказывают, давайте, идите. Причем у вас взорвали дома в Москве, и вы как бы не бомбили, ничего не делали. Прошло 2 месяца, опять ничего не происходит. И тут вам говорят, вперед, в ноябре. Американцы говорят, вперед, вам дали добро. И у вас уже все почему-то готово. И в Дагестане, и в Осетии, везде войска уже, в Ингушетии стянуты, все, вы заходите. Как-то странно получается. Но на самом деле этому есть объяснение. Конечно же, никакого добра американцы не давали и не могли дать. Это было бы противозаконно и против вообще понятия Америки, да, которое очень сильно поддерживало чеченцев, и как Запад. Но русские сказали, и этому есть свидетельство, что мы сделаем так, что Америка будет на нашей стороне в этой войне. И об этом сейчас вам расскажет Ахмед Закаев. Нас поддерживала госсекретарь США Кондолиза Райс, если вы помните. Как ее только не оскорбляли. На Comedy Club ее, вот соплеменники Бабаяна очень сильно просто опускали, пытались оскорбить, опустить женщину.
госсекретаря США, из-за того, что шутки были и российского толка, из-за того, что она чернокожая. Ну и вот такого плана были очень много вот таких было вещей по этому поводу. Ну, давайте послушаем Ахмеда Закаева. Ахмед Закаев говорит это на чеченском языке. Это аудиосообщение я нашел на канале «Чеченская диаспора в Австрии». Поэтому я буду переводить. Постараюсь вам перевести для своих не чеченоговорящих зрителей, чтобы было понятно, о чем речь. В принципе, очень доходчиво и подробно Ахмед Закаев отвечает на вот этот вброс террориста, пропагандона Сладкова. Так. Ну, смотрите, какая крысиная рожа. Извинят меня крысы, не хотел обидеть, извините. Так, давайте. Мы все открыли рот, по-моему, даже Корабельников. А он говорит, да, ребята. Assalamu alaikum, salam marshal. Душик. Приветствую всех. Толбанчур. Бежали, ижаи, братья и сестры. Дай Дай Бог, чтобы все, что мы делалось в угоду и во благо. Я хотел бы сказать по поводу ролика, который здесь был помещен нашим братом. Без сомнения, то, что вот сейчас они ввели, это от себя, то есть лживое утверждение Сладкова. Главная причина того, что они это внедрили, это говорит о том, что между ними отношения очень сильно испортились, имеется в виду между этими двумя государствами, США и Россией. И что они никогда больше не восстановятся. Они в целях, с намерением втянуть американцев в долю виновных. То есть делать их соучастниками. Они пытаются сделать соучастниками американцев в тех преступлениях, которые совершены против чеченского народа. Для этого это сделан вброс. Этот человек, говорящий от имени журналистов, является кадровым офицером ФСБ. Поэтому через него они распространяют эту информацию. Это время, когда Клинтон был президентом. В первой войне, когда Ельцин начинал эту войну, Клинтон сказал малой кровью, потому что Ельцин очень сильно настоял на том, очень сильно плакал Ельцин Клинтону, что они хотят построить халифат от моря до моря, там, да, и вот такими лживыми установками он Клинтона вынудил сказать тогда, что да, хорошо, но малой крови. Это в первую войну. Народ за нас, они бандиты. Выдвигая вперед предателей, коллаборантов, Ельцин, ссылаясь на них, говорил, что народ за нас, там они строят халифат от моря до моря, ну и так далее, чтобы убедить Клинтона в том, что вот война, та, которую они собирались против нас вести, что она необходима. Малой кровью. Тот ответил малой кровью. Обойдитесь малой кровью. И Элбан дольше, но и уже он бахбельчут, Клинтон позиция. Ну, когда война затянулась, позиция Клинтона изменилась. Даже, да, что это что тогда и теракту и озвучится дальше, и что обещ получить последствию из закономерные последствия. Даже теракт, когда Буденновский, по-моему, сейчас сказал Буденновский, когда тогда даже Америка не пыталась всячески не признать вину
так как ссылалась на то, что это последствия тех деяний, которые вы совершаете на территории Чеченской Республики, и что это ответная реакция. Алло, привет. Я на связи, я вышел на связь. Так, скажите, отвисло? Зависло? Так, идет, все отлично, связь установлена, все отлично. Так, на чем мы остановились? На том, что сейчас говорит Ахмед Закаев. Давайте дальше продолжим. Давайте продолжим. Вернулся, все отлично. Давайте. В 2000 году В 2000 году саммит был ОБСЕ саммит ОБСЕ в Стамбуле. в Стамбуле. Ельцин var çıkan. От саммита Ельцин был приглашен. Очень сильная была критика на этом саммите против вот этого преступления, которое русские начали в Чеченской Республике Ичкерия. Вы пожалеете об этом? Это большое преступление. Это нужно остановить. Ельцина, и пусть американцы не забывают, что Россия это ядерная держава. Это ответил Ельцин. Сорвал саммит и ушел, покинул саммит Ельцин. Я с 2000-х годов меня отправили за границу, и я принимал участие во многих вещах, говорит Ахмед Закаев. Спецпредставитель был спецпредставителем Масхадова, президента Масхадова. Встречался с англичанами, с американцами, с многими из Западной Европы, с политическими деятелями. И я хочу просто напомнить сегодня. Буш, президент, когда стал Бушем, после того, как Буш стал президентом и произошел вот этот теракт в Америке в 2001 году, только через год американцы уже перестали помогать нам, обращать внимание. Изменили свое отношение к тому положению вещей, которое у нас было в При всем при этом они не поддерживали эту войну и при любом удобном случае критиковали. Того положения вещей, которое случилось после 2002, уже через год после 11 сентября 2001 года, теракта в Нью-Йорке, американцы уже пошли на спад поддержки нас. Это установлено точные данные, он говорит. Вокруг Путина, из окружения Путина, мы заставим из окружения Путина человек сказал Америку занять нашу сторону в этой войне. Мы заставим Америку принять нашу сторону в этой войне, сказал человек из окружения Путина. В 2001 году самолеты попали в дома. Без сомнения, это было совершено при... Российские спецслужбы были осведомлены, по крайней мере, в этих нападениях. Бен Ладен, Через Бен Ладена было это сделано. В нашей книге, исторической книге, с примерами у нас это уже имеется, мы это указали. Для того хочу вам напомнить, что первый после вот этого нападения на Америку 11 сентября, первым позвонил Бушу Путин.
нохчиш чого гаскаш чого дику что от терроризму Русские очень хорошо знают, что такое террор, и мы прошли через это. Типа русские так пострадали от террора. И сегодня нас террор. Мы в войне с террором находимся. и коалиция Рошахту американцы После этого американцы начали собирать коалицию. натовский почалкша приял почалка царь коалиция Роштюр Из и 5-6 стран натовские страны собрали коалицию. заявление дир Россия всецело поддерживает борьбу Россия сделала заявление, что с международным терроризмом и готова вступить в коалицию по борьбе с международным терроризмом, но в ответ Россия требует, чтобы войну в Чечне и на Северном Кавказе признали борьбой с международным терроризмом. Слышали, да? Заявление на Дюхал Жот Делер, это помощник президента по национальной безопасности Кандализа Райсер, на это заявление, да, когда Россия заявила, что мы готовы вступить в коалицию, что мы готовы бороться с терроризмом, и Кандализа Райс ответила Путину. Законные требования чеченского народа не могут рассматриваться в контексте борьбы с международным терроризмом Соединенными Штатами Америки. Вот американцы это лучше худир. После этого, даже тогда американцы не принимали сторону России, вот позицию России по Чеченской республике. И тогда что сделали? Тогда брат Маулади Удугова, Иса Умаров, такой был его брат, с другой фамилией, но его родной брат или сводный брат. Отряд Собрал в лесу отряд, поставил ополченцев. Нохчиш телочше и отряд Дауатина цигах. Так бирдяше мы достали их. Вот этот Иса Умаров, брат Маулади Удугова, поставил в лесу, там собрал группу людей, поставил и сказал, что вот сейчас он по-русски скажет, что типа якобы чеченцы поддерживают. Ну вот послушайте, будет сейчас все понятно. Даже за океаном Амел Цодир и Кассиет. Мы их достанем, типа, даже за океаном, типа. И вот это Иса Умаров, получается, перевел нашу национально-освободительную войну, пытался перевести на религиозные рельсы и установление халифата и войны со всеми кафирами, там, кефирами и другими молочными продуктами. Это яхана нохчичура естрежемский, да, ты сенсар телевидения, гайтер, вот. Это видео, которое снял Иса Умаров, было отправлено Естржемскому, и по телевидению, российскому телевидению это было показано. Американцу убага нохчи отношения харю. Что бы американцы ни говорили, смотрите, чеченцы относятся именно так к этому. Нападение на Америку, что типа чеченцы поддерживают. Следом министр обороны выступит дир. Следом выступил министр обороны России. Информацию, что у нас есть информация, что это все взаимосвязано. И всячески, чтобы мы были в доле в этом. Но у них не получилось связать чеченцев с этими террористами, которые напали на Нью-Йорк 11 сентября. Америки именно Буш администрация Векалштайн Стамбуля вот Санкт-Петербург цигах ويش أميلة بيلقى دقر ويخيلدول تلتر ويمل ديشخلر ويتصنع أغوراتو أداء لات ويتو. Мы сразу же сообщили, что мы встретились с разными людьми, объяснили, что мы никак ни в чем не принимали в этом участие, мы не поддерживаем и не одобряем такие террористические акты, вообще террористические акты. Анжела Багуэра, он дальше уже ханяла, осаждение яздин довиза. Царь выиграл телефон, президент Буши телефон елер, асланик далуэл, да. So от телефон тюахчани, цыга переводчик херу. Ну пускай тогда я позвонил, говорит, и мне сказали, пускай позвонит Бушу, Аслан Масхадов, дали телефон, там будет переводчик, и пускай свою позицию объяснит.
да, что мы не причастны к этому. Пускай это скажет первое лицо, которое несет ответственность. Соболезнования и осуждать тяж, тяга хиллик осуждать тяж, филдов зин, кадам бинеростяг, и асланик шек байтар и кадам ше эсан тяга телефон сталкеру версии матуш и перевод я после моих соболезнований, ну и осуждения этого теракта, они дали мне телефон и сказали, что Аслан Масхадов тоже сделал то же самое. Если это так, да, подтвердите. Конституция даяққан, патшалық даяққан, Конституция отменитина, полный хуниадиник асланс элятса, иш дайдарш дина эла, иш эзер шолчараха, тига ГКО, хитянил положение и маслат тяж, борт пяж, это биq бел шамил халга олша, ит эмлуатет цигул бушлял дол хал и цанхош дах вебин бол сацам цахил бол сацам удуговари ишти преподнести бир дюняна так Америка Иракиат он был я забыл, да. Ну, в 2002 году была проведена там шура, так называемая, на которую сейчас ссылаются некоторые люди, да, которые хотят объяснить, что у нас Конституция отменяется, там переходим на шариат, там и так далее, и так далее. И это именно в это время происходило. Понимаете, да? 11 сентября 2001 году. После этого всячески пытаются вот эту вину и возложить на нас, или сделать нас соучастниками этого, или хотя бы идеологическими союзниками тех, кто совершил вот этот ужасный террористический акт. И вот это все время вот проводилась вот эта работа по дискредитации нашего национально-освободительного движения. И мы удачно, это не говорит Закаев, это я говорю, мы удачно, не всегда, конечно, для них, но по большей части играли на руку, получается. Чаще всего неумышленно. Нами манипулировали. Что тоже не очень, если это тоже не освобождает, если честно. И от ответственности, да, смягчает вину, но при всем при этом мы должны понимать, что мы строим государство, а не... Благодаря тем заявлениям, чтобы было понятно, Удугов Маулади являлся главным информационным рупором таким, который там рассказывал про ситуацию в русско-чеченской войне и до, и после, первой и второй промежутках этих двух войн. И здесь Закаев говорит, что вот он, Иса Умаров, брат Маулади Удугова, и Маулади Удугов, они делали так много заявлений, так много говорилось об этом, что просто американцы потихоньку просто отошли в сторону и перестали поддерживать нас. И в этом плане, дипломатическом плане, политическом плане, мы уже понесли тогда большое, значительное сопротивление. Мы остались вот на самом деле один на один тогда уже с бешеным зверем. вопрос и Буш президент волшина срока. Когда нужно, американцы уже тогда поднимали, когда им это было нужно, они только тогда поднимали этот вопрос, когда не нужно было, несмотря ни на что, они уже не поднимали. Путин вопрос чеченский что я говорю, для чему я это сейчас говорю? Абсолютно это свой мужики говорят. Потому что им не стыдно, перед миром не стыдно, перед людьми не стыдно. И они сейчас заявляют, что американцы сказали нам, начните войну, и поэтому мы начали войну. بلا شيء أبواتنا دنيا نهالغا تارك خاتني بشاش هم دتس دحارة إتان إحصائيات. Но, несмотря на это, не перед обывателями, своими обывателями, не перед миром,
заявить о том, что они не могут что-либо сделать, не спросив кого-то, это их никак не вводит в краску. Говорит, за это не стыдно. إذا إنسان كيشت إيرانت أدوخ شو تسالس السر وينا واشنا خائت الباق بس هتا خيل دول حال إيش درشنا تسعنا تايبنا يا أمريكو قابل دينا يا أمريكو بورب دل بولين باتر شو شغل ده بولين بول. Вторая война началась не по разрешению или по настоянию Америки. إذا دحر ده شو عدين دول ظلمشي ودوجو عارت شو اللاتين دول ظلمي قومنت. Это с самого начала то, что там совершались вот эти деяния, и то, что Удуговщина вела вот эту свою работу. Русские спецслужбы, снюхавшись, сойдя с русскими спецслужбами, вот благодаря этому и по этой причине, точнее, именно поэтому началась Вторая русско-чеченская война. Россия, Америки, Галиали, Люкметки, Оцанна, Харцан, от Шейдойна, Шейзул, Шардин, Зулумана, Дек, Узи, Они хотят втянуть американцев в соучастники этого преступления. И хотят сделать так, чтобы у нас с американцами была вражда и неприязнь. Именно для этого делается вот такой вброс вот этим пропагандоном Сладковым. Ну, в принципе, все, что нужно сказать по этому поводу, мы сказали. Вот этот маленький вброс с перспективой на большое развитие, да, что они будут делать по отношению там, к евреям, к немцам, к американцам, к Западу, к Турции, они тоже это делали, да. Сейчас, правда, Турция чуть-чуть надавала им по шее, и чуть-чуть они успокоились. Про турков сейчас особо не говорят. Но будут еще говорить, да, если вы помните, Кадыров Рамзан там грозился Турции, там все помидоры съесть грозился за один присест. Ну, вот такого вот плана информация, которую хотелось бы довести и поставить жирную точку над тем, какое участие принимали американцы, какое участие принимали немцы, французы и все остальные. Да, были отдельные личности, которые помогали. Без сомнения, я в этом 100% убежден, хотя у меня нет на это доказательств, что присутствовала коррупция, коррупционная составляющая. Покупались некоторые политики, да, как мы видим, некоторые политики до сих пор неплохо, безбедно кормятся, существуют на деньги русских террористов из Кремля. Но при всем при этом государства иностранные, тем более Америка, Соединенные Штаты Америки, не принимали участие в геноциде чеченского народа, не убивали чеченцев никогда и не были врагами чеченцев никогда. Никогда в своей истории. Никогда. И мы им никогда не были, и даст Бог, никогда не будем. Ни мы им, ни они нам. Это раз. У нас на земле только есть один враг. Это Россия, имперская Россия. Не будет этой имперской России, у нас не будет вообще врагов. Вообще. Нету ни одного врага на этой земле, который сделал то, что сделало российское государство по отношению к нам. В принципе, думаю, все. Да,